Бывает, что ты смотришь фильмы для взрослых. Серьезно? А моя сестра дружит с Билли Айлиш. Горда тобой точно не буду. Думала ли ты хоть раз об измене папе? Что такие вопросы-то? Ты знаешь, что такое презерватив? Если мой муж будет мусульманин, и мне нужно... Я сейчас заплачу. Во сколько лет должен быть первый раз? Я аж покраснела. Это жестокий вопрос. Классно? Да. И мне хорошо. Мама. Всем привет, меня зовут Марианна, мне 34 года, я мама 3 детей, это моя старшая дочь Инесса. Меня зовут Инесса, мне 14 лет, и я дочь Марианны. Да. Вы отвечаете на вопросы, которые придумали мы. Если мама не отвечает на вопрос, то она дает 250 рублей карманных денег. Если ребенок не отвечает, то забирает 250 рублей. Цуефа. Цуефа. Да! Начинай. Тебе хватает моей любви? Скорее, я получаю слишком огромное количество этой любви. И вот сейчас такое бывает, что вы там, не знаю, до какой-нибудь тусе с одноклассниками, и мама просто подходит и такая няма-няма-ня, и начинает меня целовать и тому подобное, и я думаю, о, зачем, да почему? Еще у мамы есть такая фишка, что она каждый раз перед сном целует меня, Аяну и Костю. Аяна с Костей, в принципе, не против, но им как бы, типа, по возрасту все окей. А мне это не очень нравится. А мама вместо того, чтобы не целовать меня вообще, она целует меня в 2 раза больше. Да, ну, я не против, в принципе, ладно. Мучаю Пусть подростка любовью. Да, ну пусть и будет. Я уже привыкла, смирилась. Что в современной молодежи тебя раздражает? Да все меня раздражает. Класс. Вы еще и неправильные какие-то. А что именно? Нет, на самом деле издевательство жизни, наверное, да, потому что меня сейчас иногда начинает подраздражевывать то, что как бы и мы делали в свое время. А вот что конкретно, типа, как я одеваюсь, может быть? Или странные мои вот эти вот движения? Не в нужный момент. Да, я вообще не понимаю вот эти вот новые песни. Тима белорусских нет, но главное, в принципе... Нет, а при чем тут Тима, я его не слушаю практически. Нет, вот это вот постоянно. Так я этого практически не делаю. Ну, все раздражает. Не то, чтобы все закончилось, то, что раздражает, а все. Ты знаешь, что такое презерватив? Ага, знаю. Нет, ну, в принципе, нет. Помнишь, у нас, типа, было... У нас, короче, произошел один случай, и вот после этого случая мы такие с мамой сели и поговорили обо всем, что только можно. То есть она мне рассказала, что, как, чему, почему, зачем, откуда и куда. И то есть где-то день я, конечно, избегала маму взглядами и думала, господи, как мы вообще могли говорить на эту тему, то сейчас я все знаю, я все это понимаю. И, наверное, это было хорошо, да, что мы тогда поговорили. Ну, конечно. Вот. Поэтому, да, знаю. К сожалению или к счастью, не знаю. А это вообще в картинке нормально или как гомункул какой-то? Какая моя привычка тебе не нравится? Мне не Я нравится. тебе подскажу. Да, вот это вот то, что ты вечно дрыгаешься. Вот утром мы собираемся, стоим, ждем малышей, да, когда они закончат одеваться. И Инесса уже одета стоит и... Или, например, потом, ладно, выходим, спускаемся к лифту, там тоже. В магазине даже такое бывает. В очереди стоим. Вот это вот. Это заедает, и ты уже просто стоишь, ни о чем не думаешь. И как только ты теряешь контроль над своими мыслями, у тебя просто само по себе начинается вот это вот, понятно? Ты стоишь и думаешь, зачем я это делаю? Если мой муж будет мусульманин, и мне нужно будет принять ислам, как ты отреагируешь? Ты же этого не сделаешь. Нет, почему? Год назад я была в полной уверенности, что я выйду замуж за восточную семью. Ну, там... Ну, если такой мусульманин, то нормально. А какого ты имела в виду? Какой-нибудь шестой с женой какой-нибудь шейх? Ну, насчет этого я тоже думаю. Да. Почему нет? То он мне будет Взять. взять.
Если вдруг мой зять будет другой национальности, в принципе, я не против. В принципе. Ну, это, я считаю, что это твоя жизнь, своих мозгов хватит выбрать того, кто тебе подходит. Но если прямо мусульманин, который не современный мусульманин, а который мусульманин, А то, что значит мне мусульманин? Как сказать-то, чтобы никого не обидеть? Жена там у плиты, туда-сюда, одень паранджат, фиолетовый, розовый не носи, черный носи. Мне кажется, ну, с таким, зная тебя, зная тебя, ты с таким, например, счастлива не будешь. А вот если современный, просто он мусульманин, как вот мы христиане, да, но все современные. Если это будет твое решение, я буду не против. Любая религия заслуживает уважения. Кого ты больше любишь, маму или папу? Вообще, на самом-то деле, у меня в жизни не было ситуации, когда мама или папа были раздельного мнения. То есть, когда у меня действительно важный вопрос стоит, и я, естественно, об этом знают мама и папа, и у них там есть мнение на этот счет. И чаще всего они сходятся, хотя они сами по себе не особо ладят. Какой-то баланс идет. И то есть, если бы там, не знаю, у меня был бы выбор типа мама или папа, я не знаю, смогла бы я выбрать его. Возможно, Инесса, которой было 11 лет, крикнула бы «папа». Он как бы был со мной на выходных, и там все было хорошо, у нас мы особо не ругались, и все было замечательно и так далее. Мама же чаще видела мои косяки, и чаще я получала от мамы подзатыльники. А сейчас они одинаково ругают, одинаково выслушивают, я одинаково им доверяю. Хотя папе я чуть-чуть больше доверяю, при нем можно чуть-чуть материться. Скажи уже, что ты меня любишь. Это неправильно, это нечестно, это неправильно. Это жестокие вопросы. И меня вообще, мне кажется, больше всех любит бабушка. Ой. Во сколько лет должен быть первый раз? Короче, смотри, Смотрю. 18 лет, Ага. потом там студентка, потом на работу устраиваешься. А потом 5 вышла лет. замуж, и через 5 лет Ну, примерно так. Ага, круто, хорошо. Ну, так. Во-первых, я не готова к таким вопросам. 250 рублей? Нет, подожди. Нет, все, я мысли свои собрала. 250 рублей решают. Ну, короче, 18 лет стукнула, да? Потом я, конечно, тебе уже ничего не могу сказать. Мне 18 через 3 года, мама. Это меньше, чем начальная школа. 19-20, наверное, я так думаю. Из-за чего ты последний раз злилась на меня? Когда я почему-то начала интересоваться вообще причиной развода вашей с папой, и я вообще запуталась, но в итоге пришла к выводу, что виноваты оба родителя, и как только у меня что-то не получалось, или все там, типа, становилось плохо, я сразу такая, во всем виноваты родители, если бы они не развелись, все было бы окей. Я сейчас заплачу. Нет! Да я об этом не говорю. Они, наверное, не заметили, но я около недели была очень зла, что на папу, что на маму, что они вообще развелись и там то все. И я не знаю, почему именно в 14 лет их развод задел меня больше, чем именно в том возрасте, когда вы разводились. Вот. Я не заплакала. Сколько у тебя было бывших, следишь ли ты за их жизнью сейчас? Ой, я знаю ответ. Кажется. Или у тебя есть скелет в шкафу? Из серьезных отношений только это твой папа, Ага. дядя и сын. Может быть, кто-нибудь из твоих несерьезных будет смотреть это и такой: я был несерьезен? Слежу ли я за их жизнью? В нашем случае это... Ну да, в нашем случае сложно не следить, конечно. Ты уже целовалась с мальчиками? Да. Да. Ну, я знаю, что да. Да. Все, давай. Мне. А если ты узнаешь, что я сейчас беременна? Мама,
Я беременна. Ой, даже звучит стрёмно. Что такие вопросы-то? 2 hours later. Ну, отчитать мне тебя придется. Это будет несерьезный поступок, и ты, грубо говоря, сама на ноги не встала. Это будет безответственный поступок по отношению к ребенку. Но если мне суждено в 34 стать бабушкой, то значит придется стать бабушкой. Умеешь ли ты доить корову? Нет, конечно, откуда я умею? Я, конечно, у бабушки с дедушкой в деревне была. Ну, они вряд ли тебя заставляли. И, конечно, и пару раз даже в ведро попадала по одному разу, и все. Мне интересно, что было в мыслях у первого человека, который доил корову? Уходила ли в другое место, хотя говорила, что ночуешь у подружки. Меня не отпускают на ночевку. Думала ли ты хоть раз об измене папе? Блин, да что это за вопросы такие? Кстати, это для меня актуальный вопрос. До того момента, пока вы официально не развелись. Нет, не думала. В отместку? Ну, в мыслях было полюбас, да? В Типа, отместку. ох, пойду сейчас и это. В отместку? Когда мы ссорились, обычно там вы проскальзывали, да кому ты нужна? Ла-ла-ла. И после таких ссор думала, вот сейчас пойду и... А потом думала, ладно. Я аж покраснела. Сколько ты хочешь детей? В каком возрасте первый? Я хочу до 26 точно пожить без детей. Потом, наверное, лет 27 первого. Это будет сын. Потом до 6 лет, чтобы он был один. И потом 6 лет, чтобы появилась вторая девочка. А если это будет мальчик, то третий ребенок точно должна быть девочка. Если это будет девочка, я разочаруюсь, наверное. А если второй будет девочка, то это все. Полный комплект есть, все. Вид. Лавочка закрыта. Больше мне детишки не нужны. Спасибо. Какую книжку ты бы порекомендовала мне прочитать? Ну, Я читаю больше тебя. да. Мне кажется, я прочитала за всю свою жизнь книгу. За свои 14 лет книг больше, чем Я бы тебе ты. посоветовала прочитать Какой ты? энциклопедию. Литературу я читать не очень люблю, я больше по энциклопедиям. А Инесса у нас действительно читает очень Если много я и начну читает читать, больше, то да. меня не вытащить. Мы Поэтому, даже скорее всего, ссорились. это она мне посоветует Да. что-нибудь Мы прочитать, даже чем я ей. ссорились на этой основе. Туда засасывает, что я бывает, я просто иду, читаю, игнорю маму просто. Потому что я её реально не слышу. И мама на этой основе там один раз позовет, второй раз позовет, третий раз, а потом на четвертый раз она уже орет на меня. Я думаю, ой, на меня рут из-за того, что я читаю. Какой кошмар и тому подобное. Тебе нравится твоя внешность? Можно было бы побольше постараться, если честно. Но мне часто говорят, что я красивая, и вроде как я нравлюсь противоположному полу. У вас с папой неплохо получилось. Нет, ну, а так, у меня кучу там, типа, комплексов. Не знаю, может быть, из-за возраста. 8 из 10. Ну, 8,5. Скоро обидишь производителя. Все, остановись уже. Если я приду пьяная, что ты сделаешь? Горда тобой точно не буду. Наверное, подожду, когда ты протрезвеешь, и уже потом начну промывать тебе мозги. Ты бы хотела сделать себе татуировку? Да! Я бы хотела себе вообще зататуировать, разрисовать, набить всю руку. Или ногу. Шею. Но мы с тобой уже договаривались. На эту тему уже с ней разговаривали. Ну, и после договаривались. 18 уже это... Нет, на всю жизнь, Инесса. Мы с тобой договаривались. Татушки только там, где не видно. Нет, ну я понимаю, что если я там хочу работать и вообще жить без проблем, то лучше там, где не особо видно. Если ты захочешь сделать следующую татушку, то Следующая татушка, ты сама спалилась. у нее уже есть татушка. Да. А я думала, Мы мы на это эту тему- скрываем. Мы на эту тему с ней очень долго разговаривали, обсуждали и сделали маленькую татушку с кирпичного Мне ключа. такая, что она и масенькая. Ну, с кирпичного ключа Ну, в не то- честь того, что она закончила ДШИ. Да?
Да. Ой, ну Манюк. Следующая татушка. Я люблю тебя, мама. И только после этого можно А другие вообще делать. я хотела... Она у меня так удобно расположилась, что у меня можно там, короче, по кругу примерно такого же размера татушки делать. Я хочу каждый раз так набивать определенные важные моменты моей жизни. Ой, круто. Там типа школу закончила, поступила, закончила. I love mom. Семья, ладно, окей. Нет, не семья, I love mom. Ой, Так ну вот, мама, ай, ну набивать сердечко. мне нечего. Как это? Ну, можем с тобой вот здесь Вот так вот. парный. Вот так вот, Да, I парный набьем. love. Что из прошлого ты бы хотела изменить? Мысли, конечно, лезут. Что было бы, если б я бы выбрала другую специальность, осталась в Москве и так далее, но все, что не делается к лучшему. Какая песня тебе сейчас нравится? Она меня познакомила с Билли Айлиш. И теперь каждый раз, когда звучит по радио или так далее, они с Янушкой такие: это же твоя подруга! Да. Я реально ходила в первом классе и говорила своим: а моя сестра дружит с Билли Айлиш. И я такая: ладно, хорошо. Я где-то слышала эту песню. Нет, эта песня мне тоже нравится. Классно? Да. Она не знает это слово, да ладно. Кто был твоим крашем? Знаешь, что такое краш? Ну, конечно, знаю. Мама, не крош, а краш. Видишь? Ты знаешь, да? В школьные годы Леонардо Ди Каприо. Еще же какой-то Саша был. Саша? Ну, не знаю, там как... А, нет, Мэ плюс Мэ равно сердечко был. И ты там так красиво нарисовала, правда, вы почему-то обнимались вот так. Ну, не знаю. Было ли тебе стыдно за меня? Да, пару раз. Нет, ну не то чтобы стыдно, я видела, я такая: отче, мама, ну ладно. А, Прям. таких очень часто. Типа, мне всегда все равно, типа, как хочет, так и ходит. Ее тело, ее дело. У нас есть такая штука, как родительские собрания. Или когда мама приходит за мной в школу. И вот я такая вся на каблуках, вся такая облизанная, прилизанная, вообще красотка. Стою и жду свою маму. Все подходят, говорят: что ты стоишь, что домой идешь? Я говорю: я маму жду. Любопытство-то есть, типа, как моя мама выглядит. И заходит моя мама в ватниках, в мунтах, не накрашенная, такая: чебардбыт. И все такие: ой, мама. Ну ладно, бардыбыт. И все. Но это неплохо. Да. Ну просто... Я буду за собой ухаживать. Ура! Да. Бывает, что ты смотришь фильмы для взрослых. Это типа порно? Ты сказала это снова. Последний раз я смотрела такие фильмы в школе. Реально? Да. В какой-то момент всем нашим соседским детям стало интересно, и попалась под руку кассета, и мы оптом сели, посмотрели, такие: понятно, выключили, все. Реально? Так было? Кассеты? Кем ты видишь себя через 10 лет? Если я возьму себя в руки и все такое, то я вижу себя где-нибудь на берегу какого-нибудь океана, в огромной доме, вилле, спокойно работающая за своим компом, придумывающая виртуальный дизайн, вид виртуальной реальности, там, для игр и тыры-пыры. А если я буду жить, как я хочу, то я собираюсь успешно выйти замуж и заниматься только воспитанием детей и готовкой, господи, это счастье. И найти человека, которого ты любишь, и чтобы просто вышла замуж, и ты счастлива. Главное, чтобы ты была счастлива. Пила ли ты на школьных дискотеках? Нет. Да не ври. Честно, на школьных дискотеках точно нет. И после тоже. Моя мама crazy. I know. Хотела ли ты убежать из дома хоть раз? Да. Кто этого не хотел? И более того, ты не знаешь, что я один раз сбегала. Это было в прошлом году, я какие-то занятия еще погуляла. Я оставила тебе записку и пошла к одной подруге, не буду говорить кому, домой. Я там сидела, и я говорю: все. А потом я захотела кушать, и я вернулась. Но у нее еды не было. Ты даже не в шоке. Да я знала, Инесса, Ну, давай. Инесса никак не может понять, что у матерей все равно есть какое-то предчувствие. Каждый раз она удивляется, она думает, что жестко что-то скрывает, и потом, когда я ей говорю, что да, конечно, я знаю уже, она очень сильно удивляется каждый раз. Это знаешь, когда ты к чему-то готовился, а потом тебе так рукой по лицу так хник, и ты такая: ну да. Если бы у тебя был выбор стать успешной, богатой, но без семьи, которая есть сейчас,
Ты что бы сделала? Нет. Серьезно? Если в этой успешной, богатой жизни не будет тебя, Аяны и Кости, Ну, не знаю. поймешь, когда у тебя свои дети появятся. Если бы у тебя был выбор, ты бы поменяла семью? Можешь по-настоящему ответить. На вас, папа, я еще обижена. А Яну с Костей я бы не променяла. Они терпят мои уси-пуси, они терпят мои перепады настроения. И даже когда мы неделями на карантине сидим вместе, просто втроем, мне никогда не скучно. Хотя у нас разница в возрасте, получается, я в 2 раза старше них, и мне хорошо. Мама. Я вот про это говорила в первых вопросах. Вот. Сейчас ваша задача выбирать один из 2 вариантов ответа. Делать это как можно быстрее. Много подписчиков в Инстаграм или много подписчиков в ТикТок? Инстаграм. Жизнь без интернета или жить в деревне? Жизнь без интернета. Потроха или кровяная колбаса? Потроха. Нилетто или Джонни? Оба. Любовь или успех? Успех. Многодетная семья или один ребенок? Многодетная семья. Аборт или ребенок-инвалид? Не знаю. Я лучше тебе 250 рублей дам. Ура! Сырая печень или строганина? Сырая печень. Меладзе или Агутин? Меладзе. Счастье или деньги? Счастье. И это моя мама. Да. Вот так давай. Теперь только так. Айрдер. Ура.